Дело в том, что касается онкологии, в тибетской медицине действительно есть объяснение тому, каким образом возникает онкология. Одного ответа нет, потому что онкологии очень много разных видов. И множество причин. И, соответственно, причин много, да, совершенно верно. Но причинами всех без исключения болезней, кроме травм и несчастных случаев, которые влекут за собой травмы, являются питание и образ жизни. Они входят в число причин всех болезней. В этом смысле неправильное питание и образ жизни являются пусть отдаленной, безусловной предпосылкой возникновения даже таких сложных болезней, как онкология. Просто они развиваются достаточно долго. У организма действительно очень большое количество защитных механизмов, и организм — это фантастически красиво продуманная такая система, да, которая очень долго может сопротивляться. Но если критическая масса вот этих ошибок, она накапливается, потом раз, перещелкивает, и начинается уже патологический процесс, который организм не может уже подавить. Сам, да. И тогда надо подключать лечение. Но в силу того, что это развивается длительным образом, да, и сумма причин, человек на короткой промежутке времени не может обнаружить взаимосвязь причины и следствия, да, и поэтому ему кажется, что эта болезнь приходит ниоткуда и сама по себе образуется. Да. Собственно говоря, в этом и состоит основное достоинство тибетской медицины и вообще великая ее польза для современного мира в том, что она указывает на причину, она дает ясный ответ, что является причинами болезней, что является причинами недомоганий, средней степени болезней и очень сложных болезней. И самое главное, что она отвечает на вопрос, каким образом можно избегать болезней, то есть позволять им не накапливаться. Универсального при этом ответа, так, чтобы он был един для всех, его нет. Кроме того, что нужно соблюдать питание и образ жизни.